Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Якутске начинает свою работу Северный форум устойчивого развития с участием международных экспертов. Какие проблемы северных территорий обсудят ученые, по решению каких из них готовы объединиться и вести совместную деятельность, поговорим с ректором Северо-Восточного федерального университета Анатолием Николаевым. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие основные цели и задачи стоят перед участниками этого мероприятия, чье участие и выступления ожидаются? Этот форум мы уже совместно с Северным и правительством Республики Саха-Якутия проводим уже второй раз. И эта площадка превращается в очень хорошее место для обсуждения многих важных вопросов, особенно для северных и арктических территорий. Основная цель форума обусловлена необходимостью налаживания диалога между представителями науки, образования, бизнеса, правительства не только Российской Федерации, но и многих стран. В этом году у нас число площадок расширилось, и будет 49 площадок, по 4 основным тематическим площадкам. Но самая главная тема является транспортная инфраструктура на севере и в Арктике. Кроме этого, еще будет это устойчивое развитие севера, человек в Арктике и управление арктическими территориями. В течение 3 дней мы будем на различных площадках, на различных уровнях будем обсуждать данную тему. Первый форум с очень широкой и интересной программой, как мы помним, состоялся в прошлом году. Какое начало было тогда положено и что стало уже традиционным? В прошлом году для нас это был очень, можно сказать, первый опыт создания, проведения такой общинной площадки, как Северный форум устойчивого развития. Но в прошлом году у нас участвовало 14 регионов Российской Федерации, 14 российских иностранных государств, включая и арктические страны, и страны, которые интересуются именно тематикой Арктики, такие как Китай, Южная Корея, Япония, Германия и многие другие страны. Но в прошлом году у нас в целом было это как обсуждение тем по устойчивому развитию регионов, северных городов, экономические, социальные проблемы. Сейчас мы сконцентрировались на проблеме транспорта. Это основная тема, чтобы, если будет транспортная хорошая логистика, это основная артерия для развития такой большой территории. В том же 2019 году произошло поистине историческое для нашей республики событие. Указом президента России Владимира Путина арктическим статусом были наделены еще 8 районов Якутии. Насколько важно в современном мире, на ваш взгляд, расширять свои арктические территории и для чего, в принципе, это делается? Особенно для нашей республики было не очень хорошо, когда всего при территории, улусы, которые были приграничные только к Северному Ледовитому океану, были включены в первый вариант указа, Арктики, арктические территории. Но по сути, если взять арктические улусы, то сейчас уже у нас 13 улусов включено. И, конечно, университет не стоял на месте, в течение под руководством Евгения Савина, тогда еще ректора, мы в течение нескольких лет отстаивали интересы нашей республики, и писали обоснование. Это было и экономическое обоснование, и территориальное обоснование, за полярным кругом, как это будет, климатическое обоснование, биологическое обоснование. То есть работа была проведена достаточно большая со стороны университета, и очень надеялись, что это произойдет, и в прошлом году мы дождались этого. Но увеличение территории арктического полуострова это было не самоцелью, но просто в целом для развития данных территорий и для того, чтобы там эти северные территории развивались, молодежь там оставалась, и в целом социально-экономическое развитие там было. Такой статус довольно-таки помогает. Это отстаивание позиций по системе государственного управления, это выработка природоохранной политики, экономической политики, системы здравоохранения и так далее. Это от этого статуса очень много зависит. Мы же все прекрасно понимаем, что развитие Арктики, особенно для Северо-Востока, для нашей территории, это особенно важный вопрос. И когда мы проводили КНИ, комплексные научные исследования, экспедиции, университет выиграл по 5
вот таким экономическим зонам проект республики, да, и университет, я как раз был руководителем проекта именно по Арктике, и как раз мы еще тогда, еще улусы не были включены, да, мы все 13 улусов, как экономическая зона, исследовали. Состояние достаточно было не очень хорошее, да, после 91 года многие уехали, да, и больше половины жителей, ну, больше 50% там идет сокращение населения. И это сразу видно по населению, да, и как там заброшенные территории прямо стоят, населенные пункты, да, и, конечно же, вот поднять вот такой большой пласт без вот этой системообразующей законодательного документа, да, как арктические территории, практически невозможно было. Так что это очень хороший для нас задел, очень хорошая поддержка со стороны президента Российской Федерации. Да, и надеемся, мы будем, включая вот большую федеральную программу развития Арктики, готовить и кадры, и в целом развивать вот этот север. Ну, федеральный университет и создан для того, чтобы развивать весь Северо-Восток. Ну вот если общими словами, то с какими, на ваш взгляд, основными проблемами сейчас сталкиваются арктические территории? Ну, это проблема не только вот Российской Федерации, но в целом, если взять арктические территории, да, сейчас, конечно, идет очень большое освоение Арктики. Это там неоцененные запасы природных ресурсов. Сейчас идет глобальное потепление Арктики, да, развивается Северный морской путь. Там достаточно много транснациональных компаний туда входит, да, хочет влезть и сделать там, ну, развить свои промышленные, ну, промышленную добычу полезных ископаемых. Но с другой стороны, это очень малонаселенная территория, да, и, конечно, без баланса интересов общества, сохранения окружающей среды и вот это вкупе с развитием экономики ничего не получится. Да, поэтому сейчас университет готовит новую программу своего развития до 30 года, да, и сейчас мы уже свою стратегию, да, свою миссию университета делаем под таким базовым принципами, да, реализации целей устойчивого развития. Это большая международная программа ООН, да, и в этом плане мы будем работать. Так что работа предстоит достаточно большая, проблем много, и, конечно же, университет не будет стоять на стороне, да, и в купе с большими программами развития Арктики, да, подготовки кадров, научной поддержки и так далее мы готовы. Ну, давайте поговорим о климате. Изменение климата холодных регионов видно уже невооруженным взглядом. Буквально накануне Всемирная метеорологическая организация забрала статус самого холодного региона у Якутии, дала его Гренландии. И теперь у нас может появиться новый статус. Это место, где зафиксирована самая высокая температура в северном полушарии. Помните, в Верхоянске летом было 38 градусов жары. Как вы прокомментируете это решение и какие новые исследования по изменению климата проводят ученые Северо-Восточного федерального университета? Ну, все-таки это при проверке, мы, конечно, эту новость знаем, видели, да, и, конечно, потерять вот такой статус полюса холодности на северном полушарии, это, конечно, не очень как будто бы хорошо, да, но просто если бы у нас, может быть, и территории есть и холоднее, территория достаточно большая, и если бы где-нибудь стоял бы там регистрирующий аппарат, то, может быть, и у нас холоднее было бы, да. Просто у нас рядом метеостанция стоит рядом с населенным пунктом, да, а вот это просто регистратор стоял где-то в каком-то другом месте. Но тут еще есть, реально ли вот этот самый холодный, мы тоже тут внутри научного сообщества Якут, которые вот это обсуждали, да, на WhatsApp и так далее. Но есть даже вот то, что есть гора Логан, да, в Канаде, да, где вообще в 1991 году зафиксирована вообще температура минус 77,5. Но из-за того, что вот эта гора, высота, и поэтому рекорд не был зафиксирован. Поэтому тут достаточно спорный момент, да, то, что вот именно полюс холода сейчас в Гренландии, а по тому, что где человек живет, где человек ведет свое хозяйство и так далее, мы, конечно, всегда останемся именно полюсом холода.
А так университет ведет исследования по климату. Да. У нас мы проводим обучение гидрометеорологов. Сейчас мы изучаем изменение климата и та же самая вот Батагайка. У нас есть совместная работа по метеостанциям на северных территориях, по геоматике, есть совместные образовательные программы. Так что университет полностью в курсе вот этого, да, и полностью подключен именно вот к данной проблеме. Ну, насколько я знаю, из программы форума следует ожидать, что эксперты особое внимание уделят развитию транспортной инфраструктуры Арктики. Какие наиболее полезные практики могут пригодиться для улучшения логистики в отдаленных районах Якутии? Да, это одна из вот таких насущных проблем Арктики, да, потому что территория достаточно большая. Если даже взять территорию Якутии, да, вот с добавлением 8 улусов, да, получается у нас почти половина территории Якутии это арктические территории. А там живет где-то около 8%, менее 10% населения Якутии. Да, и получается вот это освоение вот этой территории зависит от государственной политики. Да, вот та маленькая часть населения никак не сможет пересилить все социально-экономическое развитие вот этого региона. Да. Но для того, чтобы любая территория, любой регион развивался, нужна хорошая логистика, хорошая связь между территориями. И, конечно же, если у нас будет круглогодичная связь с арктическими нашими территориями, да, то, конечно, развитие, да, вот подъем экономики, да, и подъем условий и качества жизни населения намного лучше будет. И, конечно, можно отметить то, что даже вот мост, который будет построен в ближайшее время, да, Ленский мост, тоже один из вот таких важных шагов для развития арктической территории. Потому что вот эта связь запада-востока, а потом даже переход на северные территории, это даст очень большой толчок в экономическом развитии. Ну, безусловно, для устойчивого развития Арктики необходимы еще и кадры. Как активно университет работает в плане подготовки молодых специалистов, которые готовы трудиться во благо российской Арктики? Ну, на предыдущий вопрос я бы хотел еще добавить то, что сейчас очень важная проблема и задача ставлена для того, чтобы развить и речной транспорт, да, вот Житайский трудостроительный, да, будет. Есть программа специальная для развития малой авиации. Но у нас в университете мы для того, чтобы развить не только транспортное, да, в целом готовить кадры для Арктики, делается достаточно, в последнее время я выступаю на различных площадках по подготовке кадров для Арктики. У нас почти более 200 программ именно направлено на подготовку кадров для арктической территории. Но, к сожалению, да, если взять, у нас где-то почти 6 тысяч студентов, в принципе, потенциально могут пойти работать в Арктику. Но из года в год туда выезжает чуть более 100 студентов. Это показывает то, что в Арктике нет условий для того, чтобы там открыть свое дело. Нет именно вакансий, трудовых вакансий, да, и так далее. Или условий, которые бы позволяли молодому человеку туда прийти с семьей и там жить и освоить. Поэтому в целом нужно не только там кадры, да, но и готовить площадку для того, чтобы там молодежь сюда ехала, да, и развивалась. Нужны большие социальные программы и так далее. Анатолий Николаевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью» о работе Северного форума устойчивого развития, посвященному развитию арктических территорий. Мы говорили с ректором Северо-Восточного федерального университета Анатолием Николаевым. До встречи в эфире.